Альхамдулиллахи Раббил Алямин, вассалату вассалям, аля сайидина Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Уважаемые братья, Альхамдулиллахи Раббил Алямин, сегодня Сайидуль Айям, самый наилучший из дней Аллаха Субхана ва Тааля, тот день, который мы почитаем выше всех дней в году, наверное, только Арафат, иншааллах. И в этот день Аллах Субхану ва Тааля нас всех собирает в своем доме, мечети, для того, чтобы мы исполнили свои обязанности, долг перед Аллахом Субхану ва Тааля. И сегодня вот за это короткое время хочу вам сказать некоторые аяты из Корана и по возможности их растолковать. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сурат Аль-Хашр. Бисмиллахи рахмани рахим. Ауду биллахи мина шайтани раджим. Хуаллаху аль-халику аль-бари'у аль-мусаввир. Лаху аль-асма'у аль-хусна. Юсаббиху лаху ма фи ас-самавати валь-ард ва хуа аль-азизу аль-хаким. Садак Аллаху аль-Азим. Здесь, в этом аяте, Аллах Субхану ва Тааля перечисляет свои 3 атрибута. Вообще, мы знаем, что у Аллаха прекрасные имена и атрибуты. В некоторых источниках говорят, что их 99, в других источниках говорят, что их больше, чем 99. Изучение этих имен и атрибутов Аллаха – это обязанность каждого верующего человека. К сожалению, мы порой пренебрегаем этими знаниями имен и атрибутов Аллаха, и этим самым мы теряем очень многое в нашей вере. Каким образом? Знание имен и атрибутов Аллаха расширяет такой кругозор, такое знание, что мы начинаем глубже понимать нашу жизнь, нашу вселенную, причинно-следственной связи, почему так происходит, а почему вот не так происходит со мной. Знание имен и атрибутов Аллаха усиливает смиренность в намазе, в ибадате, потому что мы начинаем понимать на самом деле, кому мы поклоняемся. Приведу один маленький пример. Может быть, этот пример даже и не подойдет, но для того, чтобы задуматься, поможет. Вот кому-то из нас нужен врач. Врач. Или вашей матери, или вашему ребенку. Слово «врач», да, тот, который лечит. Но этого недостаточно. Вы спрашиваете, вам нужен хирург, терапевт, нейрохирург? Ага, хирург. Дальше спрашивает, а он мужчина, женщина, сколько лет у него стажа? Или, допустим, вы спрашиваете человека, который вам должен дом построить. Вы хотите выбрать для себя строителя. Одно слово «строитель», строитель. А вы хотите узнать, а какие вы дома строили? Покажите мне свою работу. Сколько вы работаете? Сколько у вас стажа? Сколько мы собираем информацию, только тогда мы начинаем глубже понимать этого строителя, этого врача. Якин появляется. И вот так же Аллах Субхану ва Тааля, когда мы изучаем Его имена, атрибуты, мы начинаем глубже понимать, кому мы поклоняемся и какими Он свойствами обладает. Вот то, что сегодня я вам прочитал эти 3 имена Аллаха. Они очень важны сегодня, но у нас очень мало, оказывается, времени. Но тем не менее,
Эти три, иногда люди боятся, что будет с нами в будущем, как будут жить наши дети, что будет с нашими правнуками, что будет с нашим домом. Понимаете, вот эти три имена Аллаха отвечают на все вот эти непонятные вопросы, и мы сразу понимаем все. Первое имя Аллаха Аль-Халик, переводится как Творец. Аль-Бари – Создатель. Аль-Мусауир – Образователь. Эти имена Аллаха три имени надо вместе читать, только тогда понимается смысл. Теперь объясняю, что это означает. Опять же, привожу пример с нашей жизнью. Вот вы хотите построить дом. Строительство дома состоит из 3 этапов. Первый этап – каждый из вас будут планировать, сколько комнат, где будет, на какой местности, в каком поселке, у дороги, далеко от дороги, где газопровод, где электричество, где канализация. Это вы планируете, это первый этап. Я думаю, что сегодня никто не строит, ничего не делает без планирования. Второй этап – непосредственное строительство дома. Это второй этап. Третий этап – когда вы дом закончили, это цветы, это абажур, это декорация, это дизайн. Вот это называется последний этап разукрашивания вашего дома, участка, поселка или чего-то. 3 этапа. Аллах Субхану ва Тааля говорит: Аль-Халик, Аллах, прежде чем сотворить этот мир, Он сначала спроектировал. Если уж мы планируем досконально, как вы думаете, как Аллах спланировал этот мир? Все рассчитано до микронов. От Солнца до Земли 150 миллионов километров. Будет ближе — сгорим, будет дальше — замерзнем. Земля наклонена по своей оси на 23,5 градусов. Вот так вращается Земля. 23,5. Если будет только 23 градуса, зимы, весны, осени, лета не будет. Представляете, как Аллах Субхану ва Тааля рассчитал? Сегодня вы все, оказывается, приезжаете на машинах, заправляете бензин и думаете, что Аллах запланировал за миллионы лет, что динозавры, которые жили миллионы лет тому назад, по проектированию Аллаха через миллионы лет, оставшись под пластами земли, сегодня нам дают нефть, газ и уголь, и все полезные ископаемые. Почему? Потому что проверили химсостав углеводородов и химсостав живых клеток, организмов живых. Они схожи. Аллах все запланировал. Все рассчитано. И если кто сомневается в этом, значит, он сомневается в Аллахе. Потом Аллах перешел непосредственно к творению. Аль-Бари. После проектирования Аллах сотворил этот мир. Аль-Бари. Да, долго творил. 15 миллиардов лет этот мир создавался. Земля 4,5 миллиарда лет. Со всеми вот этими углеводородами, со всеми атмосферой, кислородом, со всеми Аллах так творил. И в конце Аль-Мусауир. Пение птиц, леса и поля, реки и моря, звезды разукрасил, дизайн, красивый вид приобрел. Вот эти имена нам, 3 имени Аллаха отвечает на все вопросы, которые сегодня у нас возникают. И вот сегодня говорят, что человек тоже творец, он тоже человек что-то делает. Вот, допустим,
по предыдущему моему образованию, я просто вам один пример приведу. Вот самолет, который нам облегчает нашу жизнь. В хадж мы за несколько часов долетаем, когда наши деды ходили годами. Самолет. Для того, чтобы самолет спроектировать, что нужен? Разум. Кто сотворил разум? Аллах. Для того, чтобы самолет построить, нужен материал. Железо, алюминий, другие составляющие. Кто сотворил алюминий и железо? Аллах. Для того, чтобы самолет взлетел, нужен воздух с такими свойствами. Кстати говоря, сегодня я вам, наверное, одно такое открытие сделаю. Многие меня спрашивают: Хазрат, а вот про кораблей в Коране есть, а почему про самолетов-то в Коране нет? Есть. Если вы внимательно прочтете аяты, «Зарият». Аллах Субхану Тааля говорит, бисмилля рахман рахим, «Вазарияти зарва, фальхамиляти викра, фальджарияти юсра». Аллах Субхану Тааля говорит про небо, про воздух, который поднимает тяжелый груз. Воздух может поднять тяжелый груз. Фальхамиляти викра, фальджарияти юсра. И легко будут по небу плыть эти тяжелые аппараты. То есть то, что человек творит, это только иносказательно. Поэтому изучение имен, атрибутов Аллаха, уважаемые братья, помогает нам понять сущность этого мира, нашей жизни, чтобы мы чувствовали в доме Аллаха спокойными, делали то, что Аллах нам велит. А за все уже нам Аллах для нас уже сотворил. Поэтому Всевышний в Коране говорит: «Васахара лякум ма фи самавати ва ма фил арди джамиан минху». То, что на небесах и на земле, миллиарды звезд, ведь этот мир со всеми микробами, со всеми животными Аллах сотворил для кого? Для нас. Чтобы для нас было комфортно, прекрасно жить, нам остается только благодарить Аллаха, поклоняться, остерегаться от грехов и вести праведный образ жизни. Для нас Аллах сделал очень и очень многое. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.